включите его на телефоне, давайте включим. И будем петь? Нет, и вы просто напоете вместе с ней. Хорошо, все будет хорошо. Ты просто умная. И не произошло. Если бы я родилась в 15 лет. 30, 28, 29, что-то такое. Большие деньги, большие проблемы. Нет, меня все устраивает. 8 плюс 7. Это какие-то несбыточные эти. Две крайности одной сущности. Мне не обязательно пришлось бы для этого увольняться. Ну, капец, у вас вопрос. Какой-то прикол, подстава здесь какая-то будет, да? Какой песни вы всегда подпеваете? Вот. Интересно, ну, в основном это много песен всегда подпеваю, все, которые нравятся. Одна только, ну пусть будет «Царица». Какие вот еще много у меня песен, ну я прям их так не говорю, что мне просто песни нравятся и все. Зимнее солнце, мне луна, Санкт-Тропе, да, это знаю песню. У вас такие вопросы. А вы какую напеваете? Буду. Если с утра услышал, буду. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо. Все будет хорошо. Ну, я, в принципе, разные слушаю, но я не любительница зарубежных. Я чисто вот наши. Но я 1000 раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу Навсегда. непонятно как доживал до утра. Все подряд. И современное, и что-то с Советского Союза. Зависялые язычки, твое имя на руке. Районы. Кварталы, жилые массивы. Пару, наверное, песен, которые я очень сильно люблю. А подо мной земля крутится как назло, будто бы ничего и не произошло. Открываю двери без ключа. Но я люблю группу One Direction, History. You and me, you are... Я забыла. Плыл по городу запах сирени. И что, мне сейчас петь придется? Плыл по городу запах сирени. Я чего ж ты была красива. Ваш любимый способ расслабиться после трудного дня? Я люблю фильмы смотреть, программы. Музыкальная интуиция мне нравится по ТНТ. Очень прикольная программа. Конфетка. Пройтись, прогуляться. Просто пройтись, прогуляться. Поспать. Так, чтобы дома никого не было. Потом принять ванну. Просто лечь на диван, включить какой-нибудь потрясающий сериал или фильм и наслаждаться просмотром. Включить музыку, поораться, потанцевать или поставить что-то на фон, какой-нибудь российский фильм, сериал, вот вообще что-то такое непринужденное, чтобы она просто на фоне играла, и я могла поесть, спокойно отвлечься и все. Погулять в парке и покататься на качельке. Смотрю аниме. Поесть мороженое и поспать. Думаешь, это смешно? Заработать побольше или работать больше? Заработать побольше или работать больше? Ну, оно одно без другого не работает. Пусть будет заработать побольше. Заработать побольше. Ну, хотелось бы и то, и другое, конечно. Но работа нравится. Да ладно! Ну, конечно, всем хочется заработать, но в работе можно зато набраться опыта. Что так? Не любишь деньги? Здесь, мне кажется, сложно что-то выбрать. Нет. Нет, не выберу. Зарабатывать хотелось бы больше. Заработать побольше. Теперь так и будет. Только давай без слез. С удовольствием заработать побольше. Я люблю деньги. Заработать побольше. Сколько вам лет? 40 будет. 32.
Мне полных 41. Мне в 23. 25 будет. 42. 28. 36 полных. Если бы вы родились 15 лет назад, сколько бы вам было лет? Столько же, сколько и... Как 15 лет назад сколько у меня будет? Столько же. Ну, в смысле, 40 минус 15, сколько это будет? Столько. Обязательно это надо озвучивать все? Вы считаете, сколько это? 40 минус 15? 25? Ну это же фальшь, это ложь, это неправда. 17. Нет, подождите. Если бы я родилась 15 лет, 15 мне было бы? Может быть. А может и нет. Так, это 20... 22. Так, 41 сейчас, 15 лет назад. 36. 26? Ой, когда все это кончится? Никогда. 11. Ой, мне было бы 10 Я что, схожу с ума? или 9. 30, 28, 29. Что-то такое. Так, 12? Вызовем скорую помощь. Ой, 13. Да, не помешало бы. 21. — 15. Ты просто умная. Хотелось бы верить. 8 плюс 7 равно 13 или 7 плюс 8 равно 13? Без разницы. Всего хорошего, джентльмен. 8, 7 плюс 7, вообще 15 будет? Замечательно. Поразительно. 8 плюс 7 равно 15. 8 плюс 7, 13. Одно и то же. Я вам не верю. Это все вместе равно 15. Оу май. Будет 15. Сумма не меняется. Сегізге жетіні қосқан кезінде 13 шыға ма немесе разница жоқ қой? Мне надо прочистить мозги. Не равно вообще. 8 плюс 7 не равно 13. И 7 плюс 8 тоже не равно 13. Почему? Ну, 8 плюс 7 это же 15. $1 миллион или вас все устраивает? Ну, нет, меня все устраивает. Это какие-то несбыточные эти... Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Большие деньги, большие проблемы. Нет, меня все устраивает. Сейчас? $1 миллион? Нет, меня все устраивает. Я знаю, куда бы я потратила $1 миллион. И мне не обязательно пришлось бы для этого увольняться или что-то еще. Завидую вашему поколению. Вас не особо волнуют правила. Деньги нужны всегда. Меня все устраивает. Меня все устраивает. С подвохом. Нет. $1 миллион? Нет, тогда я не принимаю. Все, что у меня есть. Выгорание или потеря качества в сфере деятельности? Выгорание. Yippee-ki-yay, motherfucker. Потеря качества. Ну, капец, у вас вопрос. Сексизмом попахивает. Выгорание? А разве одно к другому не приводит? Почему? Если я выгораю, я не смогу качество выровнять. Ну, если из двух выгорания я выгорела, я могу потом отдохнуть и обратно вернуться к работе, например. Да, конечно, конечно. Я не знаю. Мой ответ — вовремя в отпуск уйти, отдохнуть и дальше работать. Выгорание. Скорее всего, потеря качества. Если я выгорю, то так и так будет потеря качества. Потеря качества, потому что будут новые навыки и новый интерес. Выгорание — это очень плохо. И это следствие потери качества в работе. Поэтому здесь сложно сказать, но скорее лучше уже в одной стезе, потому что выгорание касается всего. Лучше уже тогда потеря, как вы сказали, качества работы. Выгорание, скорее всего.
Для меня это как бы одно и то же. Две крайности одной сущности. Спасибо за сотрудничество. Они давно, да, смеются там? На камеру вот так вблизи точно не пела. Не, давайте переснимаем. Если этот выпуск наберет 100 тысяч лайков, то мы проведем блиц-опрос с педагогами и проверим их на стойкость и уверенность.